Друзья, по хорошей традиции мы встречаемся в очередной раз после турнира Найза-62, который прошел в городе Актау. Обсудим, что понравилось, что не понравилось. Конечно же, подведем оценку турнира. И сегодня с нами, как и всегда, Нурбек Карабала, глава лиги Найза, Жуман Жумабеков, наш герой, комментатор, боец 100 в одном. Жуман Жумабеков. Давайте с оценки. Парень на коне. Да, кстати, коня еще подарили Жуману. Рахмет, Миш. Я ждал, что тебя сегодня опять вызовут в клетку и подарят что-то снова. Сегодня квартиру подписал. Тот раз подарили, сегодня подписал. Моля, респект. Ждем автомобиль и дом. Ладно, все шутки. Давайте про оценку турнира. Найза-62. Нурбек, как тебе в целом? Очень, знаешь, вчера было очень так сложновато в том плане, что были два поединка, которые я сам лично хотел увидеть, и многие фанаты ожидали этого боя между Абу Нурбулатом, Дастаном Амангельде и Диасом Ерингаиповым, Булатом Заманбековым. Шикарные поединки получились бы, но, видишь, они не состоялись. Но при этом, при всем, карт настолько был такой зрелищный сегодня, да, там, были бои, конечно, которые меня там никак не тронули. Не то чтобы разочаровали, а никак не тронули. Но много поединков было удивительно. Для себя я открыл новые имена. Вот парня с Таджикистана Ходжалиева, да, дебютант. Такой бой закатил, да, под конец чуть устал, но при этом, при всем, очень шикарный такой боец. Видно, что за ним такое большое будущее. И если поработать над ним, да, то есть парень, безусловно, может стать звездой нашего промоушена. Разреши, я вклинюсь. Мне кажется, не только он сделал бой, Ярасыл тоже просто здоровскую конкуренцию показал. И мне кажется, знаешь, если подписан на какой-то долгосрок, нужно подписывать обоих, потому что бой делают двое. Однозначно. Но в этом бою мне своим разнообразием, знаешь, вот этой харизмой и темпом понравился вот как раз-таки парень Ходжалиев, да. Также до этого было два поединка. Началось все с тяжей. Знаешь, так интересно, сидят люди, меня спрашивают, а что, сразу с тяжей начинаете, да? А что, как бы, типа, не с легких весов начинается, как, типа, в любителях, да? И для всех сегодняшний карт, то, что начался именно с 93 килограмма и закончился с 93 килограмма, было как-то так, к удивлению, да? Но я скажу одно, мне понравилось, как двигались тяжи, да? Безусловно, парень из Узбекистана чуть опытнее, там 2 боя провел, второй казах дебютант, но при этом при всем хорошо двигались, хорошую скорость, хорошие удары, но при этом при всем опыт есть опыт, его, как говорится, не пропьешь, и все произошло. Гусейнов. Знаешь, вот, сегодня для меня было так чуть-чуть волнительно, потому что дрались два ученика. В свое время я их когда-то тренировал здесь, в Актау. Этих ребят, они там, кто-то с нуля пришел, кто-то с какой-то базы. И вот один из них это Гусейнов Милан и Хажимуратов Мирас. Это наши ученики, бойцы Федерации Панкратиона. Мы в свое время их возили на чемпионаты мира. Кто-то из них, я помню, становился неоднократным чемпионом Казахстана. А Хажимуратов Мирас, если я не ошибаюсь, он был чемпионом мира по Панкратиону. Что-то я тебя таких ударов ногами не видел никогда, как у Милана. Видишь, я хорошо рисую эти удары ногами. Перед тем, как поговорить про мейн-карт, Жуман, какие ты для себя бои выделил и, может быть, какие имена тоже для себя выделил, что понравилось? Маған бүгін сөзсіз жаңа Нұрбек аға айтып өткендей кештің басты жекпе-жектерін ауыр салмақтағы жігіттер ашқанын таң қалдым. Бірақ енді бұл да бір қызықты оқиғалардың бірі, бірақ мен үшін бүгінгі кеште басты жекпе-жектерде Милан Гусейнов айтып өткендей Темурлан Дюсипов арасындағы қызық жекпе-жек болды. Екі жауынгер чисто таза классикалық үлгіде бокстасып, стойкада таза өздерінің өнерін көрсете білді. Одан кейінгі жаңа айтатын болсақ, тәжік спортшы мен біздің қазақ спортшысы Бекжан Ходжалиев пен Ерасыл Төлеубаев арасында жекпе-жек өте тартысты болды. Сол жерде барлығы шешілді, мінезде, жүректе барын көрдік екі жауынгерге. Бірақ Ерасыл алдағы уақытта жұмыс істеп, жаттығуларын жақсаратын болса, мықты жауынгер болатын сөзсіз. Я бы еще выделил Расима Мирзоева. Мне очень понравилось, как он вырос с первого боя в Лиге Найза. У него, по сути, всего 2 боя как раз. Первый был достаточно тяжелый, а сегодня он показал, что вырос как и физически, так и просто выглядел очень хорошо, что в борьбе, что в ударной технике. 2 бойца, один вот с Жанаузеня, Тлепов и Мирзаев, да. У обоих по одному поединку в Найзе были. И
если ты Тлепова помнишь, он дрался в Гран-при за Мангыстау с командой Костанай, где вот он единственный, кто победил с мангыстауской командой, и сегодня вот он с Мирзаевым встречал. Ну, знаешь, что интересно? Уже смотря на них, будучи такими, да, как бы глазами, да, опытными, да, и видишь перед собой материал, над которым надо поработать, есть что сделать, есть как поговорить, есть что посоветовать, да, и при этом, при всем, парни очень заряженные, на них смотришь, очень красивые такие, знаешь, как бы в плане и подготовки, и физически, и, в принципе, не боятся говорить, не боятся смотреть, и уверены там на страдауне, это вчера видел, да, обратил внимание, то, что они смотрели в глаза, и как бы каждый был уверен в своей победе. Вот это нравится. Я думаю, что если над ними поработать, это обязательно станут такими яркими звездами, да, нашего промоушена. Теперь давайте поговорим про 3 главных боя. Они прям очень удачные, мне кажется, получились. Во-первых, возвращение Тимура Серикулы Акулы. У него было тяжелое поражение в последнем его бою против Хабиба Булачева. Также соглавный бой — это Донченко против Каныбека. Мне кажется, что этот бой опять номинант на бой года. И главный бой вечера — 3 выбитых зуба Марсио Сантоса. И я думаю, знаешь, все всегда, когда видят бразильца, такого уставшего, и видят непобежденного бойца, думают, что вот очередной раз бой привезли, а в итоге какой бой закатили. Ты помнишь этот разговор? Ты помнишь, когда мы с Сулой сидели? Ты помнишь, когда мы сидели на подкасте, и Сула говорил, что в одни ворота выиграет Олжас Абзалиев? Сегодня как-то, не знаю, кто-то принес ножницы, и они оказались перед Сулой. Представляешь, Сула встал, занервничал, я видел это. Ему стало как-то там не по себе, и он уже, знаешь, типа, серьезно вы думаете, ну, что, нельзя как-то договориться, может, не буду меня стричь, и так далее, и так далее. И реально он испугался, представляешь? Я, честно говоря, вот на этот поединок смотрел, я уже не знал исхода. То есть, если вначале я как-то предполагал, а в середине поединка я уже думал, неужели переломит? И было все похоже на это, да? Но это ММА, и за это зрители любят такие моменты, когда вот, знаешь, из глубоких вод, как говорится, восстает из пепла, да, Олжас Абзалиев восстал и закончил поединок. При этом приятно должно быть тебе, что бонус в этот раз Олжасу заплатишь не ты, а как раз-таки Сула. Я думаю, что он все свои сбережения достал и Да. Олжасу заплатил. Жуман, что думаешь по поводу главных 3 боев? Иә, мен Донченко мен Қаныбектің жекпе-жегіне келетін болсам, ең бірінші жекпе-жектің тарихында мен болғам, өз көзіммен көрдім. Өте тартысты ауыр жекпе-жек болды. Ол кезде әрине Қаныбек жеңіске жеткен болатын, өте жақын жекпе-жектердің бірінде. Бүгін міне сондай бір екінші жекпе-жекті осы 2 жігіт бізге сыйлап отыр. Керемет тартысты жекпе-жек. Енді бір моменттер болды арасында, Қаныбек Донченконы ұтып кетуге мүмкіндіктері болды, бірақ Донченко соған қарамастан бар күшін салып, бар жігерін салып, бір соққымен мысалы жекпе-жек тағдырын шешіп кетті. Соның арқасында қылқындырып жеңіске жетті. Ол не дейді? Бұндай найза лигасында бұндай жекпе-жектер бізге керек. Өйткені найза лигасының атында алтын әріппен жазылатын жекпе-жектердің бірі болды. Мен сөздің шыны керек, егер 3-ші жекпе-жек болатын болса, мен аяғым созып қойып жастыққа жатып жекпе-жек көруші едім, иә. Мне кажется, что многие наши зрители, когда увидели анонс титульного боя Донченко против Каныбека, у них возникли вопросы, типа, за что дают ребятам титульный бой? И я думаю, что сегодня как раз этот бой дал ответ. За что? Бой шикарный, номинант на бой 2024 года. Тоже такая драма там была, при этом Каныбек не сделал вес, супер мощный, Донченко супер техничный, и прям такое крутое столкновение стилей. Шикарный поединок, шикарный. Правильно Жуман говорит, этот... поединок достоин оказаться в списке вот золотой коллекции боев Найзы. И в первый бой, и второй бой, хоть он и до конца не дошел, но при этом, при всем, очень интересный был. Очень расчетливо, тактически, технично, да, там как бы функционально, жестко подошли. Донченко, меня не перестает удивлять этот парень. Отважный. У него было миллион причин, чтобы не выходить сегодня на бой. Много причин было. Я про эти причины знаю, не буду говорить. Много причин было, чтобы не выходить в этот ринг. И он бы спокойно ушел бы, и как бы все было нормально. И он получил бы свои деньги. Но парень ни на секунду не сомневался. Говорит, ага, я выйду, Саят, я выйду. Всех как бы уговорил и вышел на этот поединок. Я не знаю. И вот бывают такие моменты, да, когда надо рисковать. Вот кажется, он это чувствовал, и он рискнул, и этот риск оправдан был. Оправдан, он чемпион, он с поясом. Крутой бой.
Я не знаю, третий бой, конечно, хотят, и я как бы тоже увидел, но я думаю, смысла нет, Донченко все доказал. Я хотел как раз тебя об этом спросить, что дальше для Даниила, потому что я хотел сегодня сделать стирдаун с Фанилем Райфком, у них есть все-таки конфликт, а ты придержал этот момент и сказал, подожди, у Фаниля бой сейчас с Марифом, а что тогда дальше для Донченко? У нас есть Магомед Кабардиев. Все, был чемпион. Они не будут драться, кстати, они одноклубники. Нет, все же вопрос зависит от предложения. Смотри, Магомед был чемпион этой лиги. За долгий простой он оставил пояс. Ханыбек выиграл Донченко, стал претендентом. Тут мы никого лучше не нашли, чтобы подраться с Ханыбеком, и вышел Донченко. Теперь ты видел, за ним прям в карде стоял Тимур Серикула, Акула. У него тоже свои амбиции. Он перешел в ТВС не просто так там драться с кем-то, а хочет титула. И сейчас мы посмотрим на эту историю. Я думаю, что нужно прям тщательно посмотреть на этих ребят и не смотреть на весь ростер, а на имена посмотреть хорошие и создать среди них какую-то историю. Донченко сейчас заслуженно может отдыхать до конца года, а в конце года посмотрим. Жуман, вот Донченко можно назвать таким украинским Жуманом. Безотказный, готов постоянно драться, готов устраивать зрелища. А вот ты бы какое будущее его видел сейчас в лиге? С кем бы ты хотел его посмотреть? Только 12-летняя разница есть, да? Небәрі Донченконың жасы қазір 22-де, бірақ сол жасқа қарамастан сөзін шыны керек, мен ол жігіттің карьерасын осы бірінші жекпе-жектен бастап қараймын, Донченконы үзбей. Былай да жақсарласам өмірде. Сол себепте бұл жігіт мені таңғалдырудан жалықтырмайды. Бүгін айтып отырмын ғой, сондай өзіне ауыр соққылар қабылдап, жеңіліс тауып қала жаздап, сол моментті өзіне қарай өзгерте білді да, сөйтіп Ханыбекті міне бүгінгі таңда жеңіп отыр. Енді алдағы болашақта Донченкоға әрине үлкен жекпе-жектер қажет. Жаңа Нұрбек ағаның өзі айтып отыр, үшінші жекпе-жекті. Өзі де айтып отыр, егер Нұрбек ағаға үшінші жекпе-жек десе, мен үшінші жекпе-жекке шығамын деп отыр Ханыбекпен. Бірақ Донченко өте мықты. Дәл осы қарқында баратын болса, ол сөзсіз әлемдік деңгейде бір өзінің атын алтын әріппен қалдыратын спортшылардың бірі. Знаешь, самое ценное для меня что? Эти два бойца выросли в нозе с первых боев. Я помню Ханыбека, я помню Донченко, какими они были. Сегодня, знаешь, как бы гордился за двоих. Кто бы выиграл, кто бы не проиграл. Для меня было классно то, что бойцы показывают такой шикарный поединок, и все ни на секунду не отрывались от октагона, да? От центра ринга. Олжас Абзалиев, чемпион лиги, который тоже, его можно назвать проектом Лиги Найза. Здесь завоевал пояс, провел он всего 4 боя. И я так понимаю, что все, да, эти бои как раз прошли под эгидой нашей лиги. Но ему 36 лет, у него еще огромное количество параллельных дел. Он и служит, он и хочет сниматься в кино. И все-таки, знаешь, люди будут говорить, что если он сейчас повесит перчатки на гвоздь, то себя, наверное, не до конца реализовал, потому что если чемпион, например, Лиги Найзы там попал бы в UFC сейчас, я думаю, что об этом бы много говорили, и тебе бы точно было бы приятно. Какое ты видишь будущее для Олжаса Абзалиева? Знаешь, Олжас... Ты видел первый бой Олжаса Абзалиева с Нургалин Нурваиполо? Вот сейчас сравни Олжаса тогда и Олжаса сегодня. Олжас не дерется не из-за того, что не хочет сейчас. Имеется в виду, тактика у него такая, да, то есть отступать. На самом деле это не настоящий Олжас. Я не знаю, скорее всего, геймплан был такой, чтобы на контратаках работать. Но Олжас... И когда с Гусейновым дрался, я тогда понял, что его сдерживает тренерский штаб. То есть у них, видишь, им виднее. Но если Олжас будет идти вперед и будет драться, скорее всего, у него будет это лучше получаться. И он это умеет. Мы это видели в других боях, в его любительской карьере. Я знаю его потенциал, я знаю его дух, я знаю его физические данные. Ты видел, как в первых-вторых раундах были нанесены удары? Чуть-чуть тактика, она такая, да, она может нам не нравиться. Она может, мы можем критиковать тренеров или там тренерский штаб, но она победоносная, она приносит ему победу, значит, все нормально. А так, Олжас не хотел бы, наверное, так драться, он хотел бы идти вперед, перебивать кость. Я его знаю по характеру, то есть я знаю его бои, какие были. То есть здесь его чуть сдерживают, это решает все-таки тренеры, и им виднее. Но я одно скажу, сегодня и с Гусейновым это не типичный Олжас.
Олжас это Нургали Нургаипула, и вот Олжас 5 раундов вперед, там такой темп, такая рубка. Просто не хотят, чтобы он в руку уступал, потому что он, видать, забывается где-то что-то туда-сюда. А так, будущее. Знаешь, еще когда боюсь с Гусейновым, до боя, где-то я услышал от самих ребят, что, типа, возможно, он завершит. И я уже был готов к этому. И мы даже, знаешь, какой-то такой сюжет подготовили, где я там что-то скажу, и мы где-то с ним там что-то замутим. Но при этом, при всем, после поединка, я когда, что там, и ужас, я помню, он начал говорить, я любого, я готов. И знаешь, я тогда думал, скорее всего, они в тренировочном процессе говорят себе, что это последний поединок. Когда выходят на бой, бой это самое легкое, что для них происходит, да, то есть 3 месяца лагеря, это, ну, как бы нагрузка большая. Потом приходит в поединок, после поединка, ну, как бы так оценивает ситуацию, думает, ну, да, надо дальше идти. Я думаю, что вот сегодня не прозвучало же, что это последний бой, и, скорее всего, не прозвучит пока. Если так будет, то нужно уже искать такого. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Ну, скажи, что Сантос слабый. Нет. Скажи, что Сантос старый. Нет, они почти ровесники. Хороший поединок. У Сантоса в копилке победа над Гусейном, победа над Александром Емельяненко, победа над многими топами сегодняшнего, хорошими бойцами. А Олжаса, можно сказать, сейчас, выступая с Сантосом, он приобретает тот опыт, становится все сильнее. Я думаю, что до сих пор Олжас еще весь свой потенциал не выпустил, и у него еще есть большие поединки. Мы это постараемся устроить. Жуман, вот если сравнивать Олжаса с чемпионами других лиг, вообще, насколько тебе было бы интересно посмотреть его против других, да, обладателей пояса в 93 килограмма? И как ты думаешь, как бы он себя реализовал все-таки с ними? Иә, Олжасты бүгін тренерский штабтары, секунданттары ұстап тұрды. Өйткені керек кезде Олжасы көрініп тұр, бірақ соққы жасағысы келіп, бірақ секунданттарын тыңдап айтып жатыр ғой, не рубись деп соны тыңдап, кішкене бір тактикаға жұмыс істеген секілді. Бірақ мен ойлаймын, Олжас егер өз қарқынында бұрынғыша төбелесетін болса, Сантосты уақыттан бұрын аяқталуға мүмкіндік бар еді барлық. Бірақ иә, жеңістің аты жеңіс, тактиканың аты тактика, тренерский штабты тыңдаған өте дұрыс. Ал енді мен алдағы уақытта қалаушы едім, Олжасты бір звездный бойларда көруге, мысалы басқа мемлекеттен алып келуге. Олжас әбден дайын, Олжас өз бабында қазіргі таңда. Бірақ енді жаңа интервью барысында айтып қалды ғой, мүмкін спорттық карьерамды аяқтаймын дейді. Енді спортшылардың спорттан басқа да өмір бар. Мүмкін басқа жаққа кетуі де әбден мүмкін бизнеске кетуі мүмкін. Бірақ енді Олжас секілді чемпиондар бұл лигаға керек, өте тартысты жекпе-жек көрсететін. Алдағы уақытта Олжас бауырымызға тек қана сәттілік. Давайте все-таки с того, что начали, проговорим. Оценка турнира, ты так и не сказал, сколько из 10. И давай сюда же добавим то, что я люблю, минусы, которые ты подметил, если такие были. Конечно, минусов очень много, их всегда много, но при этом, при всем, хотели сделать на улице здесь, на берегу моря. Жарковато. Сделали в помещении. В принципе, многие жалуются, что здесь 800 мест. Многие не смогли попасть. При этом интерес очень большой в городе. Сейчас после этих поединков на 27 июля вообще там шумок пойдет хороший. Но при этом, при всем, мы не смогли там реализовать такой, да, большой турнир. Я думаю, что вот сейчас вот эти 2 поединка, конечно, вот эти поединки хотелось бы увидеть, да, в таком шикарном карде. Вот эти поединки, они к 27 июля, 31 августа, который мы планируем здесь турниры, я думаю, раскачают. И какой-то из этих турниров мы проведем, повторим историю 2016 года, когда мы на площади у моря собрали более 30 тысяч человек. Мы повторим эту историю, я думаю, надо это сделать. И сегодня я бы дал, знаешь, такую оценку, твердую семерку. Твердую семерку, если там говорить про организационные моменты, ну, ничего таких особых сложностей не было, но не так, как обычно, да? Не так, как обычно, это какой-то другой формат. По боям
Вот эти два боя, конечно, они бы внесли свою корректировку, но при этом, при всем, Донченко спас. Донченко спас карт, и этот карт стал такой сумасшедший, интересный. Твердая семерка, которая может даже перейти в восьмерку. Такая оценка. Жуман, твоя оценка? Иә, негізі басты екі жекпе-жекті бәріміз күткен болатынбыз. Мен өзім сөзін шыны керек Әбумен, Болатпен және Диаспен Дастанның бойларын көргім келген, бірақ өкінішке орай және де қуанышымызға орай бұл жекпе-жектерді бүгін осы Олжас бауырымызбен Донченко мен Қаныбектің арасындағы жекпе-жектер орнын баса білді. Сөзсіз өте тартысты жекпе-жектер болды. Енді Нұрбек аға, мен ойымды оқып қойғандай, мен де сөзін шыны керек 10 балдың ішінде 7 балды бергім келеді. Бірақ әрине әрбір турнир сайын қателіктер болады, минустар болады. Бірақ сол минустарды жабып, тек қана біз шыңдала түсеміз. Сол үшін менің өзімнің бағам 7 деймін. Мне тоже чуть не хватило, на самом деле, зрителей, потому что для хорошего карда нужны стадионы. Вот, и когда ты... Сейчас лето, брат, сейчас лето, и мы на улице могли бы собрать больше, но жара была бы нереальная. Но, знаешь, как бы чуть-чуть по температура спадет, я думаю, даже к ночи можно провести. Можно провести такой хороший карт. Мы вот сейчас буквально с администрацией города рассказывали, они говорят, некоторые из них там впервые на наших турнирах, они смотрят, говорят, ну это вообще, это что за зрелище? Мы сами в шоке, что это как бы у нас в Актау проходит. Давайте там типа, ну как бы там дальше разговаривать, рассматривать какую-то такую масштабную историю. Посмотрим. Я думаю, что можно это сделать, можно осуществить. Турнир на ИЗА-62 мы обсудили. Хочется поговорить еще про несостоявшиеся бои и про анонсы будущих боев. Во-первых, что мы будем делать с двумя титульными боями, которые должны были состояться? Мы их просто переносим или из-за того, что ребята не сделали вес, ищем теперь новых соперников чемпионам? Знаешь, сейчас многие пишут, и почему-то мне пишут, говорят, вот Дартим, вы, Дартим, не сделали то-то, то-то, то-то. Я говорю, ребята, я такой же Дартим, говорю, как и Еркин Көш, как и, как его? Тобет, там, Сахпротим. Для меня все клубы, как говорится. Вот если, допустим, спорить, Жуман Дартимовский, нет, но он в Найзе. Алиби Дартимовский, нет, он с Еркин Көш, но в Найзе. То есть мы не делим на Дартим и не Дартим. То есть для меня Дастан, он, допустим, Диас Ерингаипов, он для меня более знаком, нежели Булат. Если так посмотреть. Да, и Дастан, и Абу, они для меня одинаковые. Почему? Потому что они выросли в этой лиге. Хочется увидеть этот поединок. Но при этом, при всем... Ну, я, знаешь, не злюсь на это, когда меня в чем-то подозревают или думают, или говорят. Я размышляю так, что я уже просто устал на это реагировать. Я говорю, ну, смотрите сами. То есть я как бы иду дальше. Не буду говорить, что собаки лают, а караван идет, но скажу вот так. Каждый думает, как он сам думает. Я думаю лично по-другому. И мне здесь хочется сказать... Шанс был дан. И Абушке, и Булату. И знаешь, ладно, Абу заболел, вот Булату я конкретно хочу сказать, что как бы он не прав. Не сделать вес — это непрофессионально. Помнишь видео, когда он кричал, что он готов там на претендентский, что он на титул? Когда вы говорите такие слова, это бойцам, вы должны быть уверены во всем. Не только в бое, не только там, что вы можете сказать. Надо быть уверен и быть и в том, что ты подойдешь к этому профессионально. Ладно, произошло это. От Булата это, знаешь, как бы это не каждый раз. Он не злоупотребляет. Давай посмотрим. Я сейчас не могу сказать, будет это Булат или не Булат, но при этом, при всем, мы должны обсудить с командой, сесть, подумать, матчмейкинг, менеджмент, все это продумать, посмотреть и решить для себя, нужно нам это или нет. Ну, а Булат и Дастан, красавчики, все выполнили, пришли, так что я считаю, что у них там никаких проблем нету. И теперь вопрос к Жуману. Был анонсирован бой Вандерлея и Нурбека Кабдрахманова. С обоими ты хорошо знаком. Нельзя назвать там Вандерлея твоим обидчиком, потому что, да, он одержал победу, но при этом квартиру получил ты. Так что во всем нужно искать какие-то хорошие моменты. И все-таки Шикарный бой был. Да, и бой вы показали замечательный. И все-таки про этот бой. Кабдрахманов против Левандовски. Иә, ол жекпе-жекке оралатын болсақ, Вандерлей мен Нұрбек Кабдрахманов өзінің соңғы жекпе-жегін дәлелдеді. Мұхаммед Эминов қарсы Дагестан спортшыны өте мықты спортшыны жеңе білді. Иә, Кабдрахманов сол жекпе-жектен кейін қатты өсті. Өзінің сөзін шыны керек, мен ол жігіттің карьерасын қарап жүрмін әрқашанда. Бұл жекпе-жекке келетін болсақ, 5 раундтық жекпе-жек.
Әрине, Қабдрахман үшін жанкүйер болам, бірақ Вандерлейде өте қауіпті соперниктердің бірі, қарсыластардың. Сол себепте мұнда тек төрешінің шешіміне дейін жететін жекпе-жектердің бірі болатын секілді Нұрбек Қабдрахманов. Басқа айтарым жоқ, тек қана сәттілік бауырыма. Я думаю, мы практически все темы обсудили. Что-то еще есть из вопросов, которые хочется поднять? Я хочу сказать тоже, я стоял между ними, и, знаешь, такая энергетика от обоих. А Вандерлей, я тебе скажу, вот я тебе всегда говорю же, что не то, что я продаю бой, да, сейчас, или там промоучу, но я тебе говорю, когда вижу, что будет сложный поединок для Нурбека, ну и, соответственно, для Вандерлея, но этот бой будет очень сложный. То есть это не легкая прогулка, и соперник очень опасный. Это я сейчас для казахстанской аудитории говорю, что нужно будет внимательно следить за этим поединком, потому что или все закончится, может, в начальных раундах, или это продолжится, Жуман правильно сказал, до конца, но при этом вот такое месиво будет. Вот сейчас посмотри на канвас, тут нету свободного места, там, где без крови, да, все в крови. Шикарный поединок. Должен получиться. Я дополню. Мне понравилось, что сказал Вандерлей. Он сказал, мне нужно время подготовиться. Я вчера видел, как он помогал разминаться Марсио Сантосу. Он футболку снял. И там был просто нереальный какой-то пресс, огромная куча мышц. И я просто думаю, а что еще нужно готовить? Потому что как будто бы он и так был прям в хорошей форме. Да. Ну ты посмотри на этого, да, как на Сантоса. Какой он был, да, буквально в том бою, когда не готовился вообще. Имам забрал его к себе в лагерь, в Дагестан, Дархорс, и там они подготовились. Знаешь, не прям такое крутое большое время. Там всего лишь 2 недели. И как они высушили пацана, в какой форме он сегодня подошел к поединку, ты видел? И самое главное, знаешь, не то, что он там функционально готов был, там морально, физически. Вот эта воля, когда у него все лицо залито кровью, и он как, знаешь, как бы волк, да? Волк идет вперед. Мне кажется, сегодня не по себе было Ужасу Абзалиеву. Мы даже когда с имамом по телефону обсуждали этот поединок, я его такими видел, что, скорее всего, почему я говорил 50/50? Вот сегодня реально ситуация была 50/50. Были моменты, когда он бы мог уронить Ужаса. Это реально был страшный, очень опасный и до конца, знаешь, такой кусающийся соперник, который мог... Вот сейчас команда его остановила. Он бы дальше продолжал бой. Я видел, как команда начала его уговаривать, говорить. А так бы он продолжал бы. У него 3 сечки на лице. 3 зуба вылетело. Это вообще... Я сейчас позже... Вообще стоит отдельный респект команде Dark Horse сказать, что, знаешь, обычно, когда говорят про бразилов, это типа ноунейм бразил, которого привозят на убой. Все бразильцы, которых привозят Dark Horse, конкурентные, сильные, показывают отлично. Они, видишь, они не только подходят там в плане подготовки или там каких-то юридических вопросов, полностью отвечают за бойцов. Вот это мне нравится. Имам, наш представитель сегодня в России, Найзы, я думаю, что как бы не то чтобы Dark Horse сработал, наш представитель сработал. Имам, ассаламу алейкум, красавчик. Что стоит еще сказать? Совсем скоро вы посмотрите турнир Найза 63. Турнир будет закрытого типа, огромное количество молодых имен, за многими из которых, мы надеемся, вы начнете смотреть. Там немного боев, будет 7, но при этом турнир качественный, так что заходите обязательно на сайт Найза ТВ, там можно будет его наблюдать. Кроме того, там можно голосовать за лучших бойцов этого месяца. Боец, победивший в этой номинации, получает приятное денежное удовольствие. Не забывайте про все наши соцсети, и ТикТок, и Инстаграм. Не забывайте ставить лайки и этому видео, и турниру в целом. Мы вернемся 27 июля. Актау. Всем пока и всем спасибо.